Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: кто и как вас сегодня вспоминал? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Вы очень интересная личность. Вы знаете, что о вас говорят? И говорят очень часто. Я бы даже сказала, постоянно, вот каждый день, изо дня в день о вас говорят. Говорят разное, скрывать не буду. Но хорошего говорят гораздо больше, чем плохого. Так, мои хорошие, помните, что отсыпка у нас общая, но раз вы на нее попали, здесь для вас есть важная информация. Сразу мне показывают мужчину. Мужчина рослый, либо мужчина гораздо старше, чем вы по возрасту. Мне кажется, что это ваш начальник, либо, например, в прошлом, да, был вашим начальником. Может быть, и не совсем начальник по должности, может быть, там старший был, да, старший по должности. Сегодня этот грозный мужчина, не стесняясь в выражениях, кого-то распекал. И вас он вспоминал и ставил в пример, и говорил: вот что ж ты недотепа, да, и ничего тебе не поручи, ничего ты не можешь, и ничего ты не делаешь, либо делаешь все наперекосяк. Вот знаешь, у меня была сотрудница, да, моя коллега, вот, называл вас по имени и говорил: это не женщина, это клад. Вот все, что не поручи, все, что ей не скажи, все делает. Вот ей, я, говорит, доверял больше, чем самому себе. И так он вас нахвалял, и так он о вас там красочно описывал, что человек, кого он ругал, вот прям, знаете, как пожелал с вами познакомиться. Вот прям так этот человечек думал: хочу познакомиться с этой чудо-женщиной. Либо даже, знаете, человек мог даже завидовать и говорить: ой, почему я не такой, как та чудо-женщина, да, кого нахваливает мой начальник. Да, был такой разговор. Кстати, по поводу этого начальника, либо коллеги. В жизни, вот когда вы вместе там находитесь, либо находились, никогда вам доброго слова не сказал. Наоборот, мог там гыркать на вас, мог даже тоже критиковать вас, там, за что-то ругать. Ну, понятно, такому человеку повод не нужен, он сам себе повод придумает. Но когда вас нету, либо за вашей спиной, он всегда вами восхищался, восхищается и будет восхищаться. Он очень многим людям вас ставит в пример. Вот так, мои хорошие. Так, идем дальше. Здесь у меня вышла женщина, но я так понимаю, что это соседка. Соседка, либо даже, может быть, родственница. Женщина невысокая, полненькая и крашеная блондинка. Либо она хотела бы покраситься, может быть, блонд, либо она красилась в блонд. Сейчас, вот в моменте здесь и сейчас, она очень неухоженная, очень плохо выглядит, какая-то неаккуратная, не знаю, не следит за собой. Сегодня у нее был разговор о вас. Но она вам явно завидует, и она какому-то мужчине прям так и говорит: вот смотри, да, вот почему ей так везет, почему она там всегда и чистая, приятная, и от нее пахнет хорошо, и семья у нее правильная, а я вот тут там пашу, стараюсь, и у меня все плохо наперекосяк. А тут мужчина ей отвечал. Он ей отвечал, что ты лентяйка, а она любит работать. Ты невежественная, а та женщина очень умная. Вот, говорит, не сравнивай, ты не имеешь права себя сравнивать с той женщиной. То есть у них там даже скандал получился из-за вас. То есть вы стали причиной скандала своей соседки, либо даже какой-то родственницы. Если вам икалось, либо у вас красные щеки были, поверьте, это именно эта ситуация.
Да, эта женщина, кстати, вам очень завидует, действительно завидует. И, знаете, мысленно всегда желает вам негатива. Ну, такие вот есть подлые люди, которые не хотят меняться, не хотят ничего в жизни делать. Им лишь бы как чужое, да, чужое под себя подмять. Вот, желала, она вам желала, реально вам желала. Так, ну я думаю, вы знаете, о ком я говорю, либо уже догадались. Нехорошая она женщина, и лучше от нее держаться подальше. А еще лучше защищать себя, ставить на себя обереги, молитвочки носить с собой и булавочки обязательно. Да, особенно если по соседству часто видитесь. Так, идем дальше. Кто еще сегодня о вас и как вспоминал? Ну, мужчина выходит, это ваш мужчина, либо этот мужчина был вашим до какого-то времени. Смотрите, если мужчина сейчас рядом с вами, то он вспоминал какие-то ваши поручения. Что-то вы просили, либо вы как список, может быть, какой-то давали ему, что-то купить, что-то сделать, а он то ли потерял, то ли забыл. И ему страшно вам об этом сказать, и он старался вспомнить, а что же она могла попросить, а что же она просила, а что же она говорила. Он прям так лихорадочно вспоминал. Ругался на вас, ругался и говорил: ну, как ты не понимаешь, я недотёпа, я теряю, я забываю, там, футболом был занят, там, или еще чем-нибудь. Зачем ты мне вот такие неудобные моменты даешь поручения? И что мне теперь делать? Вот я не выполню, ты меня наругаешь. Сделаю что-то не то, еще больше наругаешь. У него прям дилемма какая-то произошла. Ему очень не хочется с вами портить отношения. Хочется, чтобы у вас все было хорошо. Тем более в последнее время я вижу, что у вас тут налаживаться начали отношения. Но забыл. Вот забыл и все. Девочки, если вы смотрите это видео, и ваш мужчина где-то пошел по делам, а вы дали ему поручение, пожалуйста, не сочтите за труд. Напишите вы ему смс-очку, напомните, что вы от него хотели. Но мужчина очень страдает. Забыл. Правда, забыл. Не специально, случайно. Ну, недотёпа немножко. Напишите. От вас не убудет, а он с радостью выполнит то, что вы ему скажете, и у вас будет прекрасный вечер. Прекрасный вечер, и не поругаетесь, все будет хорошо. Для тех, у кого мужчина был, вы, например, расстались либо развелись, вспоминал вашу еду. Именно еду, что-то вот кушать вы готовили очень вкусно, очень необычно. Но он за трапезой, да, он где-то находился, что-то кушал, у него тут коллектив какой-то, там несколько человек. И вот он вспоминал, скорее всего, говорил: вот, что за бурду мы тут кушаем. Вот у меня моя бывшая. Да, и давай расхваливать, как вы вкусно готовили, какая вы замечательная женщина. Прям ностальгировал, и даже слезинки были у него в глазах. Да, вот в очередной раз сам себе напомнил, кого он потерял. Вот, прям грусть. Ему было грустно. Очень грустно. Даже какой-то порыв. Вот я вижу у него порыв, но он с ним борется. Хочется вам написать, просто узнать, что вы, как вы. Но он борется. Не знаю, по какой причине. Тут песочек нам не показал. Знаете, как рука тянется к телефону, а другая вот сверху говорит: нет, не надо писать. Не надо писать, это хуже будет. Такой момент я вижу. Дальше, девочки, где вы были? Вы накануне где-то были. Вы были там, где были мужчины, много мужчин. Возможно, там зашли в строительный магазин, либо, ну, допустим, да, были в поликлинике и как раз попали, вот, скажем, там, не знаю, в комнату, либо в отделение зашли, где были мужчины. Каким-то мужчинам вы вскружили голову. Вот они вас уже второй день обсуждают. Здесь я вижу троих, и вот они прям вот вспоминают и вспоминают. Как-то вы очень эффектно появились, может быть, даже что-то говорили, да, вот они о вас говорят. Это уже второй день подряд они о вас говорят. Вы им понравились, вот прям всем понравились. Вот что-то они у вас такое необычное рассмотрели, все думают, вернетесь ли вы еще, да, будет ли еще встреча с вами. Да, поразили вы этих мужчин, теперь думают о вас. Так, следующий момент.
какой-то совершенно молодой мужчина, абсолютно молодой. У кого-то даже может отыграться, что это друг вашего сына, либо вы преподаватель, это ваш студент, либо даже ученик, может быть, в школе. Мальчишка, совсем мальчишка, юный, он вами грезит, девочки. Он вами грезит, он влюбился в вас, такая юношеская любовь. Понятно, что о ней говорить он не может, а кому-то отыграется, что мужчина, даже мужчина, парень этот молодой говорил, либо намекал, либо вы замечали какое-то странное поведение со стороны этого мальчика. Вот, он грезит, он действительно грезит. И я сейчас такую вещь скажу, да, только не падайте в обморок. Возможно, этот паренек, он кому-то обращался за советом, за помощью. У кого-то отыграется, что он обращался к этим специалистам, которые помогают женщин очаровывать, а у кого-то отыграется, что он обращался даже к эзотерикам, типа там зелье приворотное, либо там гляньте на судьбу, получится ли мне ее добиться. Ну вот да. Было. Там на него смотрели как на глупенького, но какие-то советы вроде давали. Да, давали. И он такой, знаете, вот в хорошем настроении вернулся домой. Сейчас вот сидит, о вас дальше мечтает. Прям мечтает, грезит вами, девочки. Ну, первая любовь, да, она же самая сильная происходит. Ну, для вас я не вижу тут какой-то перспективы. Скорее всего, вы, как в лучшем случае посмеетесь, в худшем случае пошлете, да. Пошлете к родителям, чтобы ремня дали. Вот, нет, так рассматривать всерьез, нет. Даже если он придет, будет вас добиваться, не обратите на него внимания. Это совершенно не ваш вариант. Мальчишка, совсем юный мальчишка. Так, еще очень интересный момент связан с вашей недоброжелательницей. Недоброжелательница. Может быть соперница, может быть какая-то вражина. Также может быть родственница, с кем вы ругаетесь очень часто. Женщина опять на вас жаловалась. Она кому-то постоянно на вас жалуется. Может быть своим близким. Может быть это вообще ваша свекровь, и она постоянно жалуется вашему мужу на вас. Ее ж бедную трусит. Вот она ваше имя произносится и прямо как током бьет, как одержимая, да, одержимая, что вот вы ей помеха, что вот вы такая-сякая. Ну, здесь все очень банально. Вы своим появлением, да, присутствием, скажем так, в ее жизни, вы корону-то с нее сняли, да, и с пьедестала ее сдвинули. Здесь вот 100% соперничество идет именно вот именно вот женская борьба, понимаете, женская борьба. Она была королева, императрица, повелительница, вот. Она к этому привыкла, она всех к этому приучила, неважно, на работе это, либо действительно в семье. А тут появились вы, свежая кровь, свежая энергетика. Действительно женщина, которая не говорит, но делает. Вас же видно по вашим поступкам. Вы себя в грудь не бьете и не доказываете, что я лучшая из женщин. Нет, вы просто берете, делаете, вы позитивная, вы такая теплая, добрая, к вам люди тянутся. Вот. И тем самым вы ее с трона-то и пнули. А она никак с этим смириться не может. Считает, что вы какая-то ведьма, колдовка, что вы тут всех зачаровали, свои везде эти чары распустили. А вот видите, только она это все видит. Вот. Очень много, кстати, грязи на вас льет. Причем льет почем зря. Уже люди на нее смотрят и думают: Господи, какая же ты больная, да, с больной фантазией женщина. Всерьез ее уже очень многие не воспринимают. Ну а кто воспринимает, ну то тоже недалеко от нее ушли, тоже какие-то шизоиды. Что тут скажешь? Да. Вот. У нее, кстати, маленькое животное есть. Либо маленькая собачка, либо кошка. Но кошка крупная тогда. И она прям всем, понимаете, всем. И человеку, и животному, и ясну солнышку. Вот всем на вас жалуется, всем рассказывает. Угу. Много всего рассказывает. Знаете, вот что интересно, она сделать ничего не может. Все, что ей остается, вот только говорить.
До вас доходят эти разговоры, но вы очень правильную тактику выбрали, да? Игнор. Игнор. Это то, что ее просто убивает. И очень хочется вас вытащить на поединок, на разборки, на то, чтобы вот вы выпустили свою ярость. А вы этого не делаете. И это ее просто вот на кусочки рвет. Правильно, так и дальше делайте. Пусть и дальше там тявкает себе. Вас видно, понимаете, разницу между вами видно. Еще чуть-чуть, и она потеряет эту всю свою выдуманную власть. И я так понимаю, что не переживет этого фиаско, а скорее всего сама удалится куда-нибудь подальше, будет там сидеть и пыхать во все стороны злобой. Не только по отношению к вам. Она, кстати, очень многих людей не любит. Да, у нее тут прям все враги. Одна она хорошая, а все враги. Так, дальше семья у меня тут выходит. Ваша семья. Но это ваши близкие родственники. Люди, которые вас любят и очень хорошо к вам относятся. Может быть, вот братья, сестры, там, родители. Могут быть там двоюродные, троюродные, да? Но связь идет, связь родная, кровь родная идет. Очень за вас переживают. Переживают, что вы, как вы. Может быть, не так часто вы общаетесь. Вот сегодня был разговор. Говорили двое. Двое говорили за вас. Вот что-то обсуждали, вот, может быть, что-то вам передать, как-то вам помочь, как-то вас поддержать, может быть, приехать к вам, либо вас к себе пригласить. Ну, хороший был, добрый разговор, позитивный. Что-то они придумали, хорошее придумали. Я так понимаю, что тут даже какая-то помощь от них пойдет. Может быть, там, еда, да, соберут вам гостиниц, отправят. Может быть, вот приедет кто-нибудь из них, да, вам поможет что-то сделать. Вас любят, вас действительно любят. Любят и ценят. Ну, человек вы хороший, а как по-другому? Знаете, все правильно. У хорошего человека, смотрите, как и враги недоброжелатели, и те, кто вас прям любит всем сердцем и душой. Это есть хорошего человека. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.